Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Начинается штурм иракской столицы ИГИЛ, города Мосул. ООН прогнозирует самую большую в мире гуманитарную катастрофу. Минимум 1,5 миллиона беженцев и десятки тысяч погибших. Сотни тысяч людей будут использованы в качестве живых щитов внутри города. И, возможно, десятки тысяч, а может быть сотни, станут жертвами химического оружия. В Санкт-Петербурге прошел митинг в память об убитом год назад в полиции таджикском младенце Умарали Назарове. Собравшиеся требовали назвать виновных в смерти Умарали. Такой обобщенный образ как бы Мадонны рисовал. И как вот у Мадонны как будто отнимают младенца. Вот такой разборный плакат. Тысячи кыргызских фермеров на грани полного разорения. Сахарный завод-монополист Каиндыхан почти остановил прием сахарной свеклы. Многокилометровые очереди к приемным пунктам, большая часть урожая гниет в полях. Опухшие, голодные, на поле свекла лежит. От сердца к солнцу. Ультраправый украинский добровольческий батальон «Азов» стал политической партией «Национальный курс». Скандальную эмблему «Дасрайх» сменили на не менее узнаваемые молнии. Если люди захотят, они сами скажут, что они нам помогают. В России в городе Орел открывают памятник царю-деспоту Иоанну Грозному. Возмущены не только местные жители, но и Татарстана, где в 16 веке по приказу Грозного было вырезано почти все население. Черная сторона его правления – это опричники. Ну ничего страшного, все бывает. Накануне штурма Мосула, одного из крупнейших в Ираке городов и столицы самопровозглашенного халифата ИГИЛ, представители ООН сделали заявление, что готовятся к самой серьезной в мире гуманитарной катастрофе. По подсчетам экспертов ООН, ожидается, что 1,5 миллиона человек станут беженцами, а десятки тысяч погибнут во время боев и бомбежек города. Также не исключается использование боевиками ИГИЛ химического оружия против жителей Мосула. Наихудший сценарий в Мосуле будет выглядеть примерно так. Массовое изгнание миллиона человек. Сотни тысяч людей будут использованы в качестве живых щитов внутри города, и, возможно, десятки тысяч, а может быть и сотни, станут жертвами химического оружия. Сейчас на севере Ирака в срочном порядке началось строительство лагерей для беженцев. Однако сражение за город уже фактически идет. И уже понятно, что лагерей, которые возводит ООН, будет недостаточно. Во время недавнего штурма иракского города Фаллуджа, который примерно в 5 раз меньше Мосула, ни иракским властям, ни гуманитарным организациям с потоком беженцев справиться не удалось. Тем временем между участниками наступления на Мосул, а это страны антитеррористической коалиции во главе США и их местные союзники, возникли серьезные противоречия. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива требуют, чтобы Мосул штурмовала только иракская армия, а не курды и шиитские ополченцы. Министр иностранных дел Саудовской Аравии считает, что курды и шииты, наиболее пострадавшие от ИГИЛ, начнут массовые расправы в городе над суннитами, к которым относится подавляющее большинство боевиков исламского государства. Между тем, США делают основную ставку именно на курдскую армию, как наиболее боеспособную часть коалиции. Если Ирак хочет вступить в бой с террористами из исламского государства, то для него было бы лучше, чтобы Мосул освободила национальная армия, которая вытеснит боевиков-сектантов, задействуя местных жителей, и не будет опираться на иранские войска или хорошо известных боевиков-сектантов. В российском Санкт-Петербурге вспоминали таджикского малыша Умарали Назарова, погибшего год назад при невыясненных обстоятельствах. На Марсовом поле прошел митинг памяти. Собравшиеся требовали назвать имена причастных к гибели Умарали и наказать виновных. Напомним, 5-месячного мальчика отобрали у его матери, которую обвинили в нарушении миграционного режима, после чего он умер в одной из больниц при невыясненных до конца обстоятельствах. Никто за это не был наказан. Между тем, на митинге, со слов его организаторов, практически не было таджиков и представителей других центральноазиатских диаспор. Знаете, я думаю, что они боятся. Я думаю, что они боятся, что у них будут проблемы, что им будет еще хуже. Они и так чувствуют себя, к сожалению, людьми бесправными, людьми второго сорта, с которыми можно сделать все, на котором любой полицейский, любой чиновник может безнаказанно измываться, ничем не рискуя. Хорошо, если удастся откупиться, а может быть и не удастся. Год назад, когда это все случилось,
таджикское консульство тоже не проявляло чудес храбрости, я так скажу, и чудес активности. И старалась всячески уходить от этой ситуации, старалась не высказывать никакого публичного возмущения, не обострять и так далее и тому подобное. Меня это крайне удивило, я это лично наблюдал, когда принес вот цветы консульству Таджикистана. Участники митинга памяти выложили свечками имя Умар Али. В руках у них были плакаты с призывами наказать сотрудников полиции, миграционной службы и детской больницы. На митинге также говорилось о том, что смерть Умара Али не привела к прекращению жестокой практики разлучения детей с матерями, которых собираются депортировать. К концу мероприятия к собравшимся все-таки присоединились несколько граждан Таджикистана, которые узнали о митинге из соцсетей. Во-первых, он таджик, да, я сама таджичка, это для меня очень важно. Поэтому я сюда пришла. Не дошли до них, что сегодня собираемся. Может, поэтому. А так, если бы услышали, может, на работе. Среди участников митинга были и те, кто и год назад выступали за тщательное расследование гибели Умара Али Назарова. В их числе известная петербургская художница Елена Осипова. Вот как она символически изобразила трагедию таджикской семьи Назаровых. Я сделала такой обобщенный образ как бы Мадонны, нарисовала. И как вот у Мадонны как будто отнимают младенца. Вот такой разборный плакат. Тысячи кыргызских фермеров на грани полного разорения. Сахарный завод-монополист Кайындыкант почти остановил прием сахарной свеклы. У приемных пунктов образовались многокилометровые очереди, а большая часть урожая гниет в полях. Репортаж Шавката Тургаева. Сотни фур доверху, набитые сахарной свеклой, вот уже несколько дней простаивают возле свеклоприемника и дожидаются своей очереди на разгрузку. Между тем фермеры несут огромные убытки. Каждый день простой им обходится очень дорого. Вереница из грузовиков растянулась на несколько километров, и где она заканчивается, даже не видно. Подобной патовой ситуации фермеры, выращивающие сахарную свеклу, не припомнят. Корнеплоды всегда сдавали вовремя и без нервотрепки. В этом году все для них пошло по иному сценарию. Стою уже третьи сутки. Позавчера вечером приехал, вот машина стоит, с тележкой, загруженной. И вот потихонечку, вот только дошел до ворот, и еще стоим. Сейчас ушли на обед, целый час уже жду. Никто еще не двигается, вот ребята стоят. Тут кроме меня по 5-6 дней стоят. Опухшие, голодные, на поле свекла лежит. И что делать теперь? Конечно много, 2 гектара, одна только у меня. А у других, что, думаете, мало? Они тоже убытку теряют. Жалуются, что сотрудники свеклоприемника по непонятным причинам работают только в одну смену и тормозят процесс, хотя в разгар сезона должны принимать товар круглосуточно. В это время, когда сезон идет, даже должно 2-сменку, 3-сменку работать. Получается, ночью не работает? Ночью не работает. Вы с директором... Вот скажите, вот, кто разгрузился ночью? Никто не разгрузился. Выстраивают фермеры одни догадки. Рассказывают, что сахарный монополист страны Кайындыкант перед засевом предложил заключить с каждым договор. Продал им семена нового сорта якобы высокого качества. А на поверку оказалось, что плоды хранятся хуже, да и вес теряют быстро. Может, поэтому и идет задержка, чтобы за меньшую массу заплатить меньше. Она же будет высыхать. Высыхать будет. Это же не тот свекла, который мы раньше... Ну, как раньше выращивали. Это вообще другой сорт. Ее надо с поля сразу везти на завод, чтобы перерабатывать. Надо же было договор составить определенный. Они всем, семена хорошие, договор составили. И он составил, и он составил. Все тут составили. То есть вам сказали, вот эти новые семена сажаете? Она выгодна, она хорошая. Руководство свеклоприемника все обвинения сельчан отвергает и говорит, что работа кипит практически круглосуточно, а образовавшийся затор объясняет небывалым урожаем и старой техникой, которая то и дело выходит из строя. В этом году урожай очень хороший удалось. Работает у нас 3 бума. Ну, техника есть техника, она ломается. Вот мы в день 2500 мы принимали. А техника, это наши бумукладчики, она с 70-го года выпуска этой техники. А потом начальство и вовсе сделало крайнюю в коллапсе самих фермеров. Мы ставили график. Мы знаем, что урожайность в этом году много.
Вот поэтому они график не соблюдают сами. Вот Асан выкопал, все он должен тоже выкопать. Вот поэтому очередь они сами себя механически создают. По словам сельчан, теперь о выручке можно вовсе забыть. Весь год тяжелого труда коту под хвост. Надеются отбить хотя бы вложенные средства. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время город Токмок, Кыргызстан. Глава недавно созданного в Казахстане Министерства по делам религии Нурлан Ермекбаев заявил, что официального запрета на идеологию салафизма, это одно из радикальных течений ислама, не будет. Накануне в республике шла активная кампания с призывами запретить салафитов, поскольку большинство участников раскрытых террористических ячеек были приверженцами этого учения. Со слов министра, государство выбрало борьбу не с религиозным направлением, а с незаконными проповедями и распространением экстремистской литературы. Нам известно, что в настоящее время в исламском мире, в том числе и в ряде арабских стран, идеи салафизма подвергаются критике со стороны авторитетного духовенства и представителей современной передовой исламской мысли. Поэтому для Республики Казахстан считаем салафизм неприемлемым и деструктивным религиозным течением. Надо отметить, что на сегодняшний день эта пришлая религиозная идеология вызывает все большее неприятие у наших граждан. Казахстанское общество в целом негативно относится к этому чуждому пониманию веры, ведущему к радикализму. Далее в программе. От сердца к солнцу. Ультраправый украинский добровольческий батальон «Азов» стал политической партией «Национальный курс». Скандальную эмблему «Das Reich» сменили на не менее узнаваемые молнии. Если люди захотят, они сами скажут, что они нам помогают. В России в городе Орел открывают памятник царю-деспоту Иоанну Грозному. Возмущены не только местные жители, но и Татарстана, где в XVI веке по приказу Грозного было вырезано почти все население. Черная сторона его правления – это опричники. Ну ничего страшного, все бывает. Российские боевые самолеты останутся в Сирии навсегда на авиабазе Хмеймим, которая становится постоянной. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, который уже одобрен парламентом России и сирийским правительством. На очереди создание российской военно-морской базы в Сирии и отправка с разрешения Госдумы многочисленного военного контингента российской армии. На этом фоне президент Сирии Башар Асад заявил, что при помощи Москвы он намерен выдавить все повстанческие группировки из Алеппо в Турцию. Терроризм невозможно так вот взять и просто вырезать. Нужна полная зачистка. Мы должны постоянно зачищать эти территории от террористов и в конце концов выдавить их назад в Турцию, туда, откуда они пришли. Либо всех их истребить здесь. Нет другого решения. И освобождение Алеппо — это первый шаг на этом пути. Тем временем российская авиация продолжает беспрецедентные бомбежки восточного Алеппо. А сирийская армия ведет в этой части города ожесточенные уличные бои с джихадистами Джабхат ан-Нусры, невзирая на десятки тысяч местных жителей, остающихся в районе боев. Это кадры агентства «Рейтер» с последствиями очередного авианалета. Со слов правозащитников, только с минувшего вторника в восточном Алеппо погибло не менее 160 гражданских лиц. Бог проклял его отца, Бог проклянет и его самого. Он убил моего брата. Между тем, дети гибнут и под снарядами боевиков Джабхат ан-Нусры. Это кадры из западной проправительственной части Алеппо, где в ходе ракетной атаки погибли 4 ученика местной школы. Десятки были ранены. Сирийские военные утверждают, что удар был целенаправленно нанесен именно по школе во время занятий. Взрыв раздался во время перемены, когда на школьном дворе находились практически все ученики. Вы видите окровавленные вещи убитых и раненых детей. Российские военные выступили с заявлением, что военно-космические силы России ни разу за время своей сирийской кампании не выбирали для целей жилые кварталы или объекты инфраструктуры. Российский Генштаб заявляет, что готов предоставить опровергающие видеодоказательства с дронов и спутников по любому из случаев, которые предъявляются российской авиации в качестве военных преступлений. Хочу подчеркнуть, что российская авиация наносит точечные одиночные удары по заранее выверенным целям вне города Алеппо и вне зон жилой застройки. Мы не бьем по свадьбам и похоронным процессиям.
Каждый удар фиксируется бортовыми средствами объективного контроля и беспилотными летательными аппаратами. Все сведения об объектах ИГИЛ, Джабхат ан-Нусры и примкнувших к ним террористических отрядов проходят поэтапную проверку. Из списка исключаются все цели, расположенные в зонах жилой застройки, а также находящиеся в непосредственной близости от школ, больниц, рынков, мечетей и других социально важных объектов, где может находиться мирное население. Обвинения опровергали в Белом доме. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступил в полемику с российскими и другими журналистами, которые высказали мнение, что Соединенные Штаты пытаются любой ценой сохранить присутствие в Восточном Алеппо террористической Джабхат ан-Нусры и препятствуют выводу боевиков из города. Я могу подтвердить, что осада Алеппо продолжается. Вы спрашивали, можно ли считать жителей заложниками? Я видел сообщение, что у них есть возможность уйти. Но они не должны уходить, а их собственное правительство не должно их бомбить при поддержке российской армии. Это должно прекратиться. В восточной части Алеппо военную победу одержала Аль-Каида. Как вы представляете мирную жизнь при Аль-Каиде? Я не буду с вами спорить о том, кто контролирует какой район в Алеппо. Мы ясно высказались, и еще 65 стран ясно высказались. Угроза терроризма в Сирии значительна. Прежде всего со стороны Исламского государства и фронта ан-Нусра, который мы считаем филиалом Аль-Каиды в Сирии. Поэтому коалиция продолжит предпринимать усилия в разных направлениях, не только в военном, чтобы ослабить и рассеять, прежде всего, Исламское государство. Если ваш вопрос в том, каково людям жить под сапогом террористов, я согласен, что мы этого не хотим. Мы не хотим ставить их перед таким выбором. И чтобы им не пришлось его делать, коалиция нацелена и на эту группировку. Но разве лучший способ защитить гражданское население не в том, чтобы эвакуировать его? Ведь Аль-Нусра не собирается никуда уходить, как и повстанцы, которые сражаются с ними бок о бок. Они и не захотят уйти, если их продолжать бомбить. Необходимо прекратить военные действия, и бомбардировки в частности. А кто бомбит? Режим Асада и Россия. То есть стратегия США в том, чтобы позволить Аль-Каиде оставаться в восточной части Алеппо? Я даже не удостою это ответом. Просто не удостою ответом. Скандально известный ультраправый украинский добровольческий батальон «Азов» стал политической партией. Это решение было принято на съезде «Азова», который прошел в Киеве. Партия называется «Национальный курс» и в целом сохранит основные крайне националистические программные установки. Напомним, что в адрес батальона звучали многочисленные обвинения и на Украине, и в других странах в использовании откровенной нацистской символики. Речь идет о знаке дивизии СС «Das Reich». После превращения в партию от одиозной руны было решено отказаться. Но взамен на новой партийной эмблеме появились характерные молнии. Руководители новой партии утверждают, что им удалось добиться значительного финансирования своей организации, но раскрывать имена благотворителей и численность членов национального курса отказываются. Большое количество бизнесменов среднего уровня компаний, крупных компаний нам помогали и автомобилями, и снаряжением, и питанием. Зачем мне перечислять сейчас большое количество людей? Еще раз говорю, если эти люди захотят, они сами скажут. В России открыли первый в мире памятник царю Ивану Грозному. Власти города Орел, где установлен памятник, из-за протестов несколько раз откладывали церемонию. Горожане разделились в своих мнениях. Одни говорят, царь был тираном, другие уверены, это был легендарный правитель, расширивший просторы Родины. Мнение оппонентов выслушала Екатерина Пономарева. Шум вокруг памятника Грозному утихнет не скоро. Строители за день до открытия клеят плитку под самодержцем, а градозащитники, что пошли против царя, еще раз объясняют, тирану Грозному в Орле не место. Инициатива поставить в центре Орла бронзового Грозного пришла из Москвы и принадлежит фонду славянской письменности. Вы что, оккупанты, что ли? Я не помню, захватчики. Вы приехали, сказали, здесь будет виселица, здесь будет на фонаре, прям будет, а здесь будет памятник, не знаю, там, нашему любимому фюреру, допустим. Но это вот тогда, да, если бы мы были оккупированы территорией, вообще это было бы абсолютно в жанре. Но вы же приехали делать область счастливой, да? Так, пардон, вы поинтересуетесь, что вообще мы думаем по поводу того, как наше счастье должно выглядеть, а как оно
не выглядит. Грозный же основатель «Орла» быстро сориентировались власти. Местная гордость. Губернатор области не поддержать идею не мог. Хотя все это очень спорно, говорят историки и литераторы. Мне, к сожалению, стыдно за свой город. В нашем городе ставят памятник тому, не тому, кто основал его и пестовал, как Петр, свой Санкт-Петербург, а тому, кто впервые сделал из нашего города место политической ссылки. То, что он его основал, это очень условно. А вот то, что он ссылал сюда неугодных, это абсолютно точно. Место под строительство власти выбирали, говорят общественники, нарушая местные законы. Ставить царя хотели в особо охраняемых зонах, рядом с памятниками архитектуры. Сначала Грозного собирались ставить прямо перед детским театром «Свободное пространство», без предупреждений. Однажды здесь просто вырыли котлован. Мы проводили пикеты, и мы не собирались отступаться. То есть власть шла на жесточайший конфликт. Мы посылали подписи и президенту, и всевозможным министрам, и патриарху. Я и мои единомышленники, несколько раз нам приходилось вызывать полицию. Просто мы не давали рабочим продолжать их незаконные действия. Так в Орле начался протест против царя. И Грозного утюза свергли. Тогда Ивану Васильевичу пришлось менять дислокацию. Его поставили рядом со старейшим храмом города в историческом центре. Но и это место, говорят, вне закона. Начали копать вот здесь котлован совершенно произвольно, самовольно, самодурно. Самодурство с чистейшей воды. Вот захотелось на этом месте мне поставить памятник. Заставили экскаваторщика применить технику и выкопать котлован. Юрий Милютин давно копает под Грозного. Бывший депутат Орловской думы нашел документы, которые доказывают, это место за старейшим собором Орла от строек, даже царских, охраняется законом. С этими бумагами пенсионер пошел в суд и написал иски на губернатора, мэра и их администрации, требуя памятник снести. Процесс еще идет, но власти уверяют, что все было без нарушений. Введены красной линии, междуречия, вот это крайне темные. В администрации, говорят, они в конце лета специально провели опросы. Больше 70% горожан голосуют за царя. Правда, выборка была невелика, всего 400 человек. Расширил просторы нашей Родины, отогнал внешних врагов, присоединил Сибирь. Это же все при Иване Грозном. Я думаю, он много сделал достойного для России. Черная сторона его правления – это опричники. Ничего страшного, все бывает. Сам памятник, конечно. Вообще смысловая тематика, все очень актуально. И очень правильно. И в тему, и вовремя. Все как надо, я думаю. В принципе, ничего против не имеем. Основатель города. И все, спасибо. Понравился, можно было лучше. Собирались же больше делать памятник из 3 фигур. Получилось из одной, и вместе, может быть, не очень правильно, но в целом хорошо. В ноябре Иван Васильевич должен взять еще и Владимирскую область. В городе Александрове была слобода, в которой царь прожил 17 лет. Камень в основании монумента там уже заложен. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Хороших вам выходных.